Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Як звычайна, нас можна і глядзець, і слухаць праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках: Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. Кіраўнік Беларусі неаднаразова ўжо заяўляў, што калі ўзнікне такая неабходнасць, то ён першы возьме ў рукі зброю і пойдзе бараніць краіну. Ну, а пра неабходнасць трымаць порах сухім ён і ўвогуле кажа кожны раз, калі сустракаецца з прадстаўнікамі сілавых ведомстваў, ну і найперш з прадстаўнікамі арміі. Ці ўстане ў абарону незалежнасці следам за галоўнакамандуючым і беларуская армія, і ці гатовы беларускія вайскоўцы да сучасных метадаў вядзення баявых дзеянняў, мы сёння і пагаворым з маім госцем у студыі, военный эксперт Егор Лебядок. Добрый день, спадар Егор. Добрый день. Спадар Егор, ну вот адразу тады вот першае пытанне такое. Сучасныя метады вядзення вайны, асабліва калі глядзець тое, што адбываецца на Донбасе, тое, што адбывалася ў Крыме, вось гэтыя так званыя гібридныя войны. Беларуская армія гатова да іх? Ну, начнем тогда сначала. Значит, само понятие гибридная война, тут я полностью согласен с нашим министром обороны Равковым и, в общем-то, всеми адекватными экспертами, что это такая больше термин популистский, созданный журналистами, экспертами, которые, так скажем, в этой теме просто нарабатывают статьи, а также западными руководствами и военнослужащими, которые просто проморгали ситуацию в Крыму. Нужно было показать, что это, да, что-то новое, хотя на самом деле ничего нового нет. Можно даже не смотреть классиков каких-то военных по стратегии военной, достаточно взглянуть на военную доктрину союзного государства 2001 года. Не сейчас, которая готовится, а именно 2001 года. То есть задолго до Крыма. Там все методы, которые применила Россия в отношении Украины, они все изложены. Изложены в каком смысле? Там речь идет о малых войнах в целях разрешения территориальных споров, в которых применяться будут как вооруженные формирования, так и регулярные силы, так, чтобы было наблюдалось. Дальше есть такое просто, можно сказать, четко прописана вся методология в одном пункте. Есть такой пункт, что в целях обеспечения военной безопасности стран-участниц союзного государства в угрожаемый период рассматривается организация и скоординированное ведение дипломатической, информационно-психологической, экономической, военной и других форм борьбы в целях достижения поставленных политических и стратегических целей. То есть все, что произошло в Украине и, собственно говоря, еще происходит, это не что-то новое. Единственное, что было в новом, что Россия действительно реализовала вот эту операцию, комплекс всех мер, единой по цели, по времени и с соответствующим обеспечением ресурсов. Плюс сделала по классике, не просто провела операцию по воздействию, но еще по защите своей. Что я имею в виду? То есть все вот эти издержки, которые она понесла экономические, на первый период активных действий, она компенсирована информационно-психологическим воздействием на собственное население. И в этом смысле вот это может быть то, что было новое. Ну и плюс, конечно, никто не ожидал, что такое может быть вообще в 21 веке. Да? Вот это то, что было новое. Принципиальных каких-то новых методов ведения боевых действий на стратегическом уровне реализовано не было. Касательно тактических, да. И вот переходя к тактическим методам захвата зданий, применения регулярных сил, беспилотных комплексов и прочего, к этому всему, безусловно, наша армия с 2014 года, да, в принципе, и раньше готовится. И надо сказать, что готовится на такими достаточно нарастающими темпами. По крайней мере, силы специальных операций, как, наверное, самые передовые, которые предполагаются к применению в случае таких вот ситуаций, близких к Крыму или начала боевых действий, они это отрабатывают достаточно часто, достаточно хорошо и на современном уровне. Але давайте прыгадаем яшчэ такія моманты, скажем, вот крымскай кампаніі ці кампаніі, ну, я не ведаю, як правильно сказаць, донбасскай. Момант першы, калі ў Крыме, да прыкладу, большасць вайсковых, асабліва пра афіцэраў мы кажам, перайшлі на бок ворага. Ну, фактычна ворага. Ці сітуацыя Донбасе, калі раптам на тэрыторыю заходзіць нейкае ўзброенае фармаванне таго ж самого Гіркіна, невядома, хто гэта такі, адкуль там што ўзяўся. Ну, вядома, канешне, але вот так вот. Захоплівае горад цэлы, і з ім нічога не могуць зрабіць і вядзе нейкія дзеянні. Вот да такіх варыянтаў беларуская армія гатова?
Физически готово. Этот вопрос, сами понимаете, решается не физически, я имею в виду военным методом вооруженной борьбы, да, к этому готовы, а политическими. Дело в том, что сейчас сам казус белли, да, то есть начало войны формально, на мой взгляд, абсолютно не важен. Какая разница будет, назовут, что украинцы националисты там захватывали, ай-яй-яй, и поэтому в Крыме восстание и прочее, либо это, наоборот, Россия начала войну. Какая по факту разница, если война началась, и всем понятно, что она начнется. То есть в этом смысле важны упреждающие действия. Когда-то Лукашенко заявлял, что наши силы готовы к применению, в том числе и на опережение. Имеется в виду ССО, и теоретически есть и правовая база по крайней мере, локальному воздействию и за границей нашей территории. Я имею в виду правовая база в Республике Беларусь под это создана. То есть в данном случае, конечно, работать всегда нужно на упреждение. И здесь работа, само собой, не только военнослужащих и военных органы, это, безусловно, и комитеты госбезопасности, и простых граждан в конечном итоге, которые так или иначе видят, что происходит в городе, например, там, возле администрации, и их готовности противостоять, там, просто хотя бы даже стать на проходе. Когда речь еще не идет о вооруженном захвате. Когда вооруженный, конечно, это уже другой аспект. Касательно перехода военнослужащих на сторону потенциального противника, так, то тут на самом деле, конечно, сложно сказать. Много панических таких заявлений можно почитать в интернете, что ай-яй, там все сразу сдадут, под Россию лягут просто все офицеры. Я на самом деле так не считаю, но объективную вам оценку никто не скажет. Если такие исследования какие-то и проводились, да, на предмет отношения к России белорусских военнослужащих офицеров, то никто вам их не скажет. Вы посмотрите, только, собственно говоря, в прошлом году показали данные по отношению, как Беларуси взаимодействует с Россией, на Беларуси публиковали. Да? Если помните, там 7,7% за вступление в состав Российской Федерации. Но я считаю, это, между прочим, провал политики наших властей за последние 25 лет. Если 7% хочет вступления, а еще 30, по-моему, или 36, честно говоря, точно не помню, за создание национальных органов между странами. То есть практически... Чему провал? Это нормальный вынік той політики, яку 25 годов вело наше кіраўніцтва. Я имею в виду, что с точки зрения обеспечения нацбезопасности, то это, безусловно, провал. Да? Не только государственной безопасности, а скорее даже народной безопасности, которая более важна, на мой взгляд, чем просто государственная. Государство можно на время потерять, нельзя потерять народ. Вот. И в этом смысле это то, что публиковали. Ну, понятно, что в авторитарных режимах, к которым относится Беларусь, статистика – это скорее такой инструмент показухи. Да? Не всегда это объективные данные. И насколько можно полагаться на эти данные на Беларусь, это тоже спорный вопрос. Но, тем не менее, эти данные одобрило, так скажем, руководство. Вот. Касательно военных, это не публиковали и вряд ли это публикуют. Поэтому сказать вот объективно, какова ситуация с возможностью перехода белорусских военных на сторону России, сложно. Но нужно понимать, что помимо перехода просто таких по внутренним желаниям, всегда есть методы индивидуального воздействия, как, собственно говоря, было и в Крыму том же. То есть всегда можно узнать, тем более, что у нас это открыто, к сожалению, все эти задания, в общем-то, несложно получить с открытых источников, кто командует частью, какая часть, какое у него вооружение стоит. Ну, грубо говоря, прикинуть, как захватить часть, даже не сильно вооруженное формирование, в принципе, в открытым источникам можно. Соответственно, зная человека, командира части, не обязательно командира, можно и других, можно на него воздействовать силовым образом, там, взять, ну, захват, грубо говоря, семью, там, либо подкупить, да, либо еще каким-то образом воздействовать. То есть способов сейчас, к сожалению, очень много. И противостояние им должно быть действительно комплексным, не только военным, но и гражданским. И, к сожалению, вот это вот гражданско-военное взаимодействие у нас очень большой провал в этой работе. И это, к сожалению, может вылиться в очень нехорошую ситуацию в выражаемый период. Давайте до гэтага нюанса вернемся яшчэ крыху пазней. Я просто удакланіць. Вот вы сказали крыху раней про тое, что супрацьстаяць, ну, скажем, заходзіць нейкае там узброенае фармаванне незаконнае, ну, умоўны Гіркін заходзіць куды-нибудь там у Витебск, не у Витебск, ну, які-нибудь меньшы город Витебской области, вывешивая российский стяг над райвыканкамом и кажа, мы тут объявляем там Витебскую умоўную народную республику, и мы уваходим у Россию. При сённяшняй ситуации
калі ўсе асабліва ў рэгіёнах глядзяць выключна фактычна расійскае тэлебачанне, калі асабліва вот гэтыя рэгіёны, якія знаходзяцца блізка да мяжы з Расіяй, большасць людзей ездзіць на заробкі ў Расію, калі ўсе думаюць там расійскімі рублямі пралічваюць кошты, там ўсё такое. Гэтыя людзі, што яны адкажуць? Яны скажуць: ура, мы таксама падтрымліваем, ці не, мы тут беларусы, мы за незалежнасць, давай бей Гіркінаў віламі і голымі рукамі. Ну, на самом деле, не думаю, что так уж поддержка будет глобальная. Да, действительно, мы в информационном поле Российской Федерации очень глубоко. Это тоже проблема колоссальная для безопасности. Тем не менее, как вам правильно объяснить? С того, что у нас не разговаривают, допустим, многие по-белорусски или прочее, это не значит, что они не за независимость. Есть еще такое у нас покупало, можно сказать, тутейшее. То есть есть понимание того, что да, мы, допустим, нам нравится, что в России происходит, мы туда ездим работать, прочее, да, но это когда где-то это в стороне. То есть мы сами по себе должны быть, они сами по себе. И вот это вот понимание, может быть, не значимости государства, собственно, развития, но понимание того, что мы отдельно, вы отдельно, да, оно есть. На самом деле, по крайней мере, исходя из такого общения с людьми, вот не активистами, да, так скажем, оно наблюдается. И на самом деле вот эта тематика поднятая, может быть, как ее называют алармизм или шумиха с темой независимости, да, прошлого года или, может, чуть раньше, она тоже дает свои плоды. Получается, подняли шумиху, вынуждены были отвечать власти снова начали педалировать тему независимости, она пошла в массы, так или иначе, те, которые даже, так скажем, в принципе, просто смотрят телевизор. Эта тема заработала, и ее сбавлять ни в коем разе нельзя. Иначе мы действительно можем получить так, что придут... понимаете, когда приходят вот таких смежных, как и в Украине, большинство, оно, как вам сказать... Если оно не приходит к нему с калашником, в голове не представляет калашник, говорят, что-то делать, оно не сразу воспринимает угрозу. Оно может действительно не встать на защиту. Да? Речь, конечно, идет именно о формировании сейчас активной позиции борьбы за независимость, в том числе и в угрожаемый период, среди как можно большей части населения. Это, конечно, важно. Но, как вам правильно сказать... Еще будучи в юности студентом, да, для себя, может быть, понял простую вещь, что умереть за родину несложно, да, в том числе и психологически в условиях войны. Сложно за родину жить. Потому что это каждый день нужно создавать угрозу, нужно работать над собой, понимать, что-то делать и держать это все длительное время. Не день, не два, не месяц от зарплаты до зарплаты. Это действительно может быть сложно. Да, так? И вот это сейчас важно делать. Потому что дать там в руки калашников пойти, это, конечно, все хорошо, но лучше предупредить войну. Я все ж таки спрогнозу, смоделируем такую ситуацию. Раптам, не дай бог, канешне, але вырашаецца прымяніць крымскі сцэнар дзе-нибудь у дачыненні да Беларусі, той же самой якой-нибудь памежнай з Расіяй вобласцю. Прыходзяць хадакі ці закідваюцца нейкія інфармацыйныя паведамленні вайскоў, афіцэрам, якія гарнізоны ў гэтых межах. Ім расказваюць пра заробкі расійскіх афіцэраў, якія, як кажуць, большыя, чым беларускіх. Потым звяртаюцца да чыноўнікаў мясцовых, якім кажуць: ты застанешся на гэтай пасадзе і будеш тут богам і царом на месте, а хто ты зараз? Баішся, што Лукашенко цябе за любую правіннасць пасадзіць у турму. А это ж любимое слово, без суда и следства за что-нибудь. Плюс яшчэ для мяне дзіўным аказалось, чалавек расказваў гісторыю, як ён просто трапіў у кампанію да крымінальнікаў, таких крымінальных аўтарытэтаў. І высветлілася, што яны ўсе за інтэграцыю, за ўваходжанне Беларусі ў Расію, таму што мяне там зробяць варом в законе. Тут-то у нас попритиснули... Коронуют-то, в общем-то. Да, даже. коронуют. Тут-то попритиснули эту братью. И общак так званый таксама там, і ён у расійскіх рублях найбольш. І вот все гэта сращиванне, все гэта калі сумясціць усё разам, дзякуючы такой прапагандзе і працы этой негібриднай войны, што можа даць у выніку?
На самом деле, как сказать, если будут подходить к силовому варианту решения, скорее всего, такой возможен вариант, я имею в виду решение со стороны белорусских властей. То есть, если будет какой-то вот такой, действительно, что пришли, заняли, условно говоря, администрацию, там вот какая-то часть населения выступает, то, в принципе, силовой вариант будет, скорее всего, приказ Лукашенко, я думаю, отдаст на самом деле, потому что для него удержание собственной власти, это ой-ой-ой, как важно без нее, он себя просто, скорее всего, не осознает, что делать без нее. Это видно, по крайней мере, по нему. Соответственно, учения по деблокированию администрации, по, так скажем, рассечению масс, по противодействию НВФ, они еще с 2014 года активно проводятся. Это были и в РОВД отдельно проводились, и силами специальных операций, и даже общевойсковые подразделения этим занимаются. То есть учения по боям в городах, они очень активно сейчас стали проводиться, очень активно. С 2014 года созданы и в полигонных условиях, то есть отрабатываются очень часто. Да? То есть все понимают, это говорит о том, что, в принципе, это угроза понятна. Такая по аналогичному крымско-донбасскому сценарию, так скажем. Касательно криминалитета, тут я, в общем-то, с вами согласен. Действительно, у меня такие сведения тоже есть, что большая часть они действительно смотрит туда. Это в силу особенностей криминального мира, который еще пошел с Советского Союза. Да? Это, видимо, проблема не только Беларуси, но и других постсоветских республик, включая, возможно, и страны Балтии. Вот. Но нельзя сказать, что это все бесконтрольно происходит, и никто этого не видит. То есть, безусловно, спецслужбы, МВД все это контролируют. Вопрос в том, насколько быстро и насколько у них хватит сил отреагировать на это. Потому что подводиться ситуация может действительно долго к такому сценарию, а происходить это может действительно мгновенно, там, день, два, три. Вот. И насколько вся эта машина быстро среагирует, вот это проблема. Проблема в каком ключе? У нас все смотрят, понятно, авторитарная система, вертикаль власти, все смотрят наверх. В чем плохая эта система в таких вот ситуациях, что долго принимается решение. Может, по крайней мере, долго приниматься. То есть, понятно, когда ты командир... в чем суть? Вот латыши, допустим, если мне память не изменяет, латыши, они учли это и ввели непосредственно требования по защите командиром части своей части. То есть, грубо говоря, на тебя кто-то нападает, не надо ждать никого, и это правильно. Думаю, что-то подобное, скорее всего, если и не в нормативно-правовой базе, но, по крайней мере, так скажем, негласно указано у нас. Но это разумно, нападает на твою часть, как можно стоять смотреть. Даже не важно, если это гражданские нападают. Это как минимум правонарушение. Думаю, что вот эти вопросы так или иначе не решаются. Вопрос здесь, говорю, в политической воле. И на самом деле я не думаю, что это такой уж, весьма вероятный вариант, который по инкорпорации Беларуси, назовем ее так. Да? То есть, на мой взгляд, идет длительная стратегическая операция. Собственно говоря, она шла и на Украину. Просто на Украину не хватило ресурсов, не хватило выдержки. Я имею в виду, чтобы без войны, без прочего, инкорпорироваться обратно в сферу влияния. У нас это идет, вы правильно отметили, есть информационное поле, причем речь не о простых новостях, да, это есть сериалы, которые смотрят наши домохозяйки, так скажем, во время которых смотрят наши дети, для которых благодаря этим сериалам русский образ жизни становится приемлемым, то есть нормой, да, какой-то другой, это уже будет отклонение от нормы, что требует волевых усилий, это сложно обучать, и этого, к сожалению, не делается, так и никакого замещения серьезного культурного базиса вот этого для развития собственного народа не создано. Хотя заявление, конечно, вагон с 2015 года. Это и действительно экономические отношения. Да? То есть понятно, что директора там, тех же предприятий, которые продукцию валом везут на Россию, для них, конечно, само собой, давайте в Россию, да, они нам еще кредиты дадут, мы что, догоним, что нам, давайте интегрироваться. Вот, то есть, действительно, это комплекс таких вот создан мероприятий, прежде всего, это, конечно, культура и экономика, да, то, что завязывает Россия, и он длительно идет, и он не останавливается. То, что мы сейчас говорим, вот эти локальные там карты подпишут, не подпишут, это мелочь, понимаете, это ситуативно. Операция идет длительная, да, и причем она действительно, как сказать, это не просто там какие-то домыслы, она серьезно идет. То есть Путин, как пришел, он же правильно заглавил. То есть наша задача восстановление своего геополитического пространства, так скажем. Многополярный мир в понимании россиян, да, это не то, что там, допустим, в рамках одной страны будет решаться многообразие мнений, там, я имею в виду международных акторов. Это то, что многополярный мир подразумевается, что у каждого будет своя сфера влияния. Вот. Единственное, что для Запада хорошо, в отличие от Советского Союза, который там мировая революция, да, русский мир, он ограничен. То есть ограничен, грубо говоря, пространство русскоязычных. И там, так скажем,
приграничье буферное для создания буфера. То есть для Запада в этом смысле как бы не угроза. Может, это и плохо на самом деле. Да? Почему? Потому что они свое информационное поле очень хорошо теряют. Особенно по влиянию на молодежь. И поэтому я здесь вижу как раз-таки вот такой вариант долгого, методичного втягивания. Для чего это важно? Да? Войну можно захватить вот таким силовым сценарием. Но что это значит? Что это просто ты, если не сразу, то лет через 5-10 получишь сепаратистский регион, на который нужно смотреть, который снова будет воевать, это там а-ля Чечня или прочее получится. Но Беларусь-то побольше на самом деле, да. Плюс здесь еще границы с НАТО, да, где тоже нужно контролировать. Силовой захват, на самом деле, здесь действительно... Если брать силовой, временный сейчас и длительный, так скажем, ну пусть там 20 лет это еще займет, там, допустим, но тем не менее стабильные корпорации, конечно, лучше такой. Но это что касается, так скажем, длительной стратегии. Второй вариант, что есть же, конечно, различные ситуации. Мало ли у нас на самом деле там Лукашенко умер, поменялся режим. Согласно военной доктрине Российской Федерации, смена режима, интересы которых противоречит интересам Российской Федерации, это военная опасность, не политическая, военная опасность, так? Вот. И что тут будет вот в таких случаях, это уже второй вопрос, да. И здесь действительно может сработать вот это «давайте сейчас возьмем, чего будем ждать». Вот. Но, говорю, на мой взгляд, все-таки идет такая длительная операция инкорпорации просто-напросто. Она более выгодна, она стратегически более устойчивый результат дает. И вот, на мой взгляд, происходит это. Крымский сценарий, ну, я говорю, возможен при некоторых, так скажем, стечении обстоятельств. Вы адзначылі, што нам зараз неабходна і, можа быць, улады крыху пачалі на эту тэму працаваць, каб выхоўваць патрыятызм і, ну, как бы, усведомление себе беларусамі і асобнай нацыяй сярод грамадства. Тым не менш, паглядзіце, што мы маем апошнія самыя сведчанні. Акцыі ў падтрымку незалежнасці, абарону незалежнасці Беларусі. І па сёння, і сёння, і заўтра, і да гэтага ідуць суды над удзельнікамі гэтай акцыі. Выпісваюць аграменныя штрафы. Вот людзі выйшлі не пратэставаць, не там крычаць «Лукашенко, сыходзь», выступили за незалежнасць Беларусі, і іх за это зараз судзяць. Вот шараговыя людзі, якія нібыта там мы вот, может быть, і за незалежнасць, але зараз паглядзяць на это і падумаюць, так я нічого не разумею. Ну, здесь все просто. Как сказать, нужно, да, формировать независимость, но нужно удерживать власть. Понятно, ну, видно, что все десятилетия эти управления Лукашенко, что власть удерживается действительно, в том числе силовым способом, запретом массовых мероприятий. Ну, потому что для любых режимов массовые мероприятия – это всегда угроза, да? Не каким-то там, как обычно, что это угроза там, жизни непосредственно участников. Нет, это угроза политическому режиму. И, конечно, здесь нужно соблюдать баланс. С одной стороны, независимость показывать. Это делается как? Это постоянное заявление. Вот, допустим, на Рождество он выступал, нужно сохранить там, независимость нашего государства. Вот это полагается, что это мы формируем тренд на независимость. В то же время, когда кто-то выступает неподконтрольно, да, это ж не БРСМ вышел там или Беларусь какая-нибудь, да, то их нужно держать в узде. Потому что сегодня они за независимость, а завтра они просто в Лукашенко выступят. Да? И там же, в общем-то, и было, что нечего торговаться Беларусью, там, и Лукашенко это, в общем-то, не гарант независимости Беларуси, разве что номинально по Конституции. Вот. Поэтому, само собой, что их будут судить, и в дальнейшем такая тенденция будет сохраняться. Вот. И вот этот тренд на независимость, так скажем, он задается просто вот таким вот набором слов, что да, мы сохраним суверенитет, независимость и прочее. Каких-то вот глобальных, так скажем, подвижек со стороны власти их не видно. Были такие выборки, да, можно назвать, с вышиванкой парад, там, если помните, БРСМ, ну, раз провели, да, для цирка показали, там, выступление на белорусской мове у него там когда-то было, да, ну, то есть такие ситуативные подторг показать там и населению, что вроде я за независимость, и с Россией поторговаться, что вот мы тут, мол, сами с усами, да, они есть, но вот такого глобального тренда пока действительно, прежде всего, на культурном базисе, его не видно, конечно. Хотя можно было целый ряд мероприятий, тут не буду озвучивать, какие можно было делать, которые явно бы не были видны, допустим, для России, что показать, потому что понятно, что Россия мониторит наше информационное поле, да, и любые поползновения, там, лево-право, это всегда будет караться, да. То есть, ну, есть различные варианты, собственно говоря, до меня предлагали много чего, вот, которые можно было делать. Пока их не видно. То есть, есть такие, так скажем, больше демонстрации. Но даже, повторюсь, даже вот эта демонстрация, это уже хорошо.
Зараз вернемся да войска і да патрыятычнага выхавання там. Вот як бы вы ацэнілі гэта патрыятычнае выхаванне? Таму што ў нас да гэтага часу вучэльня сувораўская. Да гэтага часу там вісяць партрэты расійскіх імперскіх палкаводцаў. Памятаеце гісторыю з хлопцамі сувораўскага вучэльня, якія там паказалі пагоню пад кіцелем і што з імі па выніку стала? Вот тут вот все ж таки у нас патрыёты выхоўваюцца у арміі ці не? Ну, тут, как вам сказать, само собой, что да, вся вот эта советская школа, которая базируется, безусловно, на российской школе, она, конечно, сохранилась. Тут есть нюанс какой. Действительно много там преподавателей, так скажем, старой закалки, они стоят на позиции вот такой вот, ну, как минимум, советской. Я бы не сказал, что они прямо вот все готовы сдать там Беларусь и прочее, да, то есть это, опять же, нужно понимать, что сейчас у нас патриотизм такой хитрого плана, да, то есть вот я говорю, что-то на уровне тутейши, там, мы себе, вы себе, да, то есть это может быть не самосведомость как нация, ну, самосознание себя как нации, так, а это скорее пока хотя бы понимание того, что мы должны сами по себе как-то жить, быть, а дальше мы что-то, может быть, выстроим, да, потому что, как у нас там говорится, мы молодое государство, мы еще развиваемся. Вот, так вот, касательно вот такого слома, если, допустим, разово запретить вот эту суворовскую тематику, да, суворовцев у нас много, и вы поймите, что они с детства воспитываются в этой тематике, да, убрать вот эту тему всю, то мы можем потерять и военные кадры преподавательские. А это очень важно. Если вы обратили внимание, то еще последняя тенденция нескольких лет снижают вот эти проходные баллы поступления в военные вузы и в педагогические вузы. Да? Так вот, смеются там ай-яй, дурачков, прочее. Проблема здесь больше угроза пока, больше угроза в том, что поступают с малым баллом на педагогику. Потому что там они пришли в гражданский вуз, их там ничего не держат, они отбыли свой срок, вышли. Военная академия все-таки жесткое воспитание, там даже с такого... простите, хлопчика все равно сделают командира взвода, который будет достаточно хорошо исполнять свои функциональные обязанности. Может быть, он не станет там генералом и так далее, но, по крайней мере, на этом уровне его воспитают. И воспитывают таких пока старая школа. То есть сейчас приходят молодые, да, и вот здесь важно, как сказать, сформировать преемственность, чтобы молодые были настолько жесткие и целенаправленные в обучении, как вот эта старая школа военная, она хорошая школа, тут нельзя ничего сказать. Но в то же время, чтобы они уже были на своей позиции. Вот этот переход сейчас очень важен. Иначе мы можем упустить целое, так скажем, поколение офицеров. Мы уже упустили образование, к сожалению. Да? Это же образование будет давать таких же кадров и в армию, и к офицерам. И вот главное здесь вот эту вот часть не упустить. Что здесь делается в этом направлении? Ну, честно говоря, сказать не могу, насколько это всеобъемлющее. И опять же, как обстановка в этом деле с армией, это... тема, так скажем, закрытая скорее. Атрымліваецца, што трэба, каб найперш былі выхоўваліся патрыёты ў педагагічных вузах. Можа быць, калі гаварыць, што мы там марым пра армію на беларускай мове, то пачынаць трэба з педінстытутаў, каб там все было па-беларуску. Да, с образованием. Адпаведна, з дзіцячых садкоў, са школ, гімназій, само собой, все с образования зависит. И зависит и не только с точки зрения, так скажем, культуры, базиса себя как нации, но и, в принципе, интеллектуального уровня достаточно даже для войны ведения, да. То есть, на самом деле, ведение войны сейчас все-таки интеллектуальный уровень повышается, да. Все-таки нельзя называть, как обычно, военных там тупыми и так далее, да. Там есть до черта чего решать на самом-то деле, причем решать быстро, что не каждому там, условно говоря, с ученой степенью возможно будет. Вот. И здесь действительно проблема образования важна. К сожалению, у нас образование целенаправленное, на мой взгляд, угнетается все эти годы. И дело не в министре каких-то, не проходные, их тут вагон было, да, то есть хаять министр смысла никакого нет. Это целенаправленная программа. Вот. И я не говорю не только про культурную составляющую, но и, в принципе, подготовку, так скажем, ну, человека. А кто готовит метанакированную программу? Администрация президента, у нас других нету, там, понимаете. То есть вот для администрации, так скажем, ну, понятно, для президента, да, не нужны там яйцеголовые, условно говоря, нужны функционалы, которые будут там коров за сиськи мацать, условно говоря, трактора возить. Вот это такая задача не раз им озвучивалась, да, зачем нам столько математики и прочее, да, хотя
тем не менее, отрасль ПВТ так или иначе дает и на нее смотрит, да, тот же Лукашенко. То есть, на самом деле, образование – катастрофа. Даже в сравнении с той же Россией, например, или Украиной, как ни странно, по некоторым показателям. Я не говорю, что нужно смотреть там на опыт финский какой-то и прочее, там давать свободу. Нет, хотя бы даже сохранить то, что было, так скажем, лет 20 назад, просто это модернизировать, программы обучения и прочее. То есть, и вот это проблема, да. Атрымліваецца, што такім стаўленнем да адукацыі ўсёй сістэмы, такім стаўленнем да нацыянальнага патрыятычнага выхавання, да беларускай мовы, да культуры, традыцый, той же Лукашенко, для якога ўлада вельмі важная, пад эту сваю ўладу закладае такую міну, і калі яна спрацуе... Все правильно, все правильно. То есть, понимаете, у него было, можно было понять, допустим, все эти фишки с интеграцией России там 90-е годы, да, действительно была плачевная ситуация с экономикой, нужно было удержать власть, как удержать власть, само собой показать экономическую ситуацию, вот пошли халявные, условно говоря, деньги. Но когда тебе будут халявные деньги, умный человек что делает? Подушку безопасности, потому что понимает, что халява прекращается раз или навсегда. Тут человек, к сожалению, этого не осознал, точнее, осознал очень поздно, в том числе и касательно базиса поддержки. Когда-то Зимовский говорил, что там вот придет время, и Лукашенко как-то монополизирует национализм, мол, да, будет его использовать. На самом деле, по факту, наоборот. Менталитет белорусский, да, так скажем, вот это все белорусское, как раз-таки он сейчас единственное, что может использовать. Ведь почему хорошо опираться на менталитет белорусский? Это безопасность. То есть, как минимум, это психологический комфорт среди своих, да, и как максимум, это действительно вооруженная поддержка тебя. Но то, что сейчас происходит, вы смотрите, если бы действительно, как сказать, он был заинтересован в независимости Белоруссии, а не своей власти, так скажем. Что делал в таких условиях, в кризисных ситуациях любой руководитель государства? Обращается к народу. Можно выйти и сказать так и так, да, была такая-то политика, нужно было обеспечить экономическое развитие, да, мы подошли к такому-то уровню. Сейчас страна сталкивается с такими политическими вызовами, нашими угрозами независимости. Назвать все как есть, да, со стороны России, а не просто там как они, да, как всегда у него же абстрактно. Вот, что давайте люди как-то вместе сообща решать эту проблему народу, объяснить, что, какие требования выдвигают, все. Сделай вот это, все было понятно, что да, человек стоит на позиции независимости Беларуси. Когда все это делается подковерно, ну, хочешь, не хочешь, само собой понятно, что речь идет о своей личной власти, а никак не о народе Беларуси. Но это мое субъективное мнение. На заканчэнне вернемся все ж таки да таких военных тэматаў і я чытаў ваш допіс наконт вот все ж таки две военные базы ёсць у Беларусі, военных объекта, да, выбачаюся, на тэрыторыі Беларусі. Зараз устае пытанне про тое, что ці будуць працягнутыя контракты, ці не будуць, і калі ўзгадваць гэтую сітуацыю, калі тут все ж таки расіяне нібыта спрабавалі сваю разместить аэродром, свою там нейкія там самолеты и гэтак далей. Вот ваше бачанне, ёсць пагроза ад гэтых двух военных объектаў? Што ў дадзенай сітуацыі нам трэба рабіць, і ці вернуцца расіяне ізноў да пытання стварэння тут сваёй авиабазы? Касательно двух объектов, здесь то, что нужно было сделать в 90-х годах, это перейти на цивилизационный подход к всем соглашениям. У нас как соглашения с Россией заключались? Заключались об одном, подразумевалось другое. Условно говоря, вы у нас объекты бесплатно, мы вам там нефть подешевле. Так? Все это в уме подразумевалось. И это не только Лукашенко, еще и до Лукашенко такие же договора заключались, собственно говоря, с подразумеванием. Сейчас, если Лукашенко, допустим, считает, что эти базы нам какие-то издержки несут, там, допустим, по аренде земли, там еще почему-то, пожалуйста, прописывайте это в соглашениях. Никто не мешает вносить изменения в соглашение, в том числе договор о союзном государстве, да? Если, условно говоря, ты считаешь, что нам единая валюта не нужна, так убери этот пункт в союзном государстве, никто что не делает. Вернемся к объектам. Значит, то есть сейчас продлены они, на мой взгляд, будут в любом случае. То есть, ну, по ряду причин. На мой взгляд, они однозначно будут продлены. Единственный вопрос, да, в цене. То есть цена это будет прописана конкретно в соглашениях, либо это снова где-то будет подковыка какая-то там подразумеваться в цене на нефть или еще в каких-то. На мой взгляд, лучше вот этот цивилизационный подход. Конкретно
ракетная стоимость, все, согласны, работаем дальше. Значит, касательно угрозы этих объектов, угрозы они могли бы представлять по принципу военно-морской базы в Крыме, да? Когда там, получается, есть какой-то лимит численности, по-моему, до 20 тысяч там. И вот что Путин говорил, мы не превысили. Все правильно, закинули туда спецназ, условно говоря, убрали, допустим, до этой численности моряков, и все. И вот этого спецназа хватило для захвата полуострова. Ну, тем более, что разведка проведена там, да, и целый комплекс мероприятий. У нас, по факту, эти объекты ограничены численностью 3300 суммарно. То есть, ну, это не такая большая, так скажем, численность, хотя, на самом деле, для захвата определенных объектов достаточно. Но и здесь мониторинг, я думаю, уже ведется. Кто там прибывает, на самом деле, какое вооружение, плюс там заменяется часть по этому же соглашению гражданским нашим персоналом, там, где можно, конечно, не касательно военной службы. То есть, военные угрозы, конечно, для Беларуси со стороны России прямой не несут. Но нужно подразумевать, что это стратегические объекты, что в случае конфронтации России с НАТО-блоком, да, ну или США уже говорить как есть, безусловно, это объекты, которые будут важны для поражения. Чем его будут поражать? Будет это ДРГ противника, либо ядерный удар тактический, это неизведомо, да, то есть чем они собираются. Но, само собой, связь с атомными подводными лодками, которые одни из объектов, которые выживут после ядерного взрыва, безусловно, она критично важна, что для поражения, так, это объект. Как и станция предупреждения о ракетном нападении, в общем-то, то же самое. Тем более сейчас, когда, так скажем, этот договор о размещении ракет средней и меньшей дальности нарушен, то есть предполагается, что, возможно, там будет, важность этой станции, конечно, сохраняется. Хотя в России, безусловно, есть варианты, так скажем, и замены этой станции, Волга, я имею в виду, на какие-то иные способы решения вопросов о предупреждении ракетного нападения. Это не обязательно должна быть только станция. Есть и нелегальная разведка, обычная разведка и так далее. Це комплекс мероприятий. Коротко. От зараз з'явилася інфармація, што расійская база ў Клінцах нясе таксама пагрозу і Беларусі. Нясе ці не нясе? В разных ситуациях, в принципе, может нести. Любые войска возле нашей границы несут нам опасность. Говоря коротко, вот так. Дзякуй вялікі. Ягор Лебядок, вайсковы эксперт, Зміцер Лукашук, сумесны стрым, Еўрарадыё і яе прамовы. 14:00, чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Працягваем шукаць нацыянальную ідэю.